Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и коротко о главных темах этого выпуска. На усиленный режим несения службы переведены в дни майских каникул сотрудники ГИБДД. Мероприятия по недопущению распространения вируса COVID-19 в Якутии продолжаются. Отопительный сезон завершается в столице региона. Повышение уровней воды продолжается в средней части реки Лены и ее притоках. Наблюдается ледостав с торосами. На участке Витим-Пеледуй вода на льду. На реке Алекме продолжается вскрытие в верхнем и среднем течении на территории Читинской области. На участке Джикимда-Куду-Кюэль вышла вода на льду. Наблюдаются незначительные колебания уровней воды. На реке Витим в верхнем течении на территории Читинской области происходит разрушение ледового покрова. По прогнозу Якутского управления гидрометеослужбы, вскрытие рек Якутии в этом году ожидается близким к средним многолетним срокам. В дни майских каникул сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы. На основных магистралях города, а также Вилюйском, Намском и Покровском трактах выставлены инспекторы, которые проверяют машины, движущиеся во всех направлениях. На одной из таких проверок побывал наш корреспондент Александр Хавренко. Сегодня, как и во все праздничные майские дни, ГИБДД переведены на усиленный режим ведения службы. Дело в том, что, как все знаете, длинные выходные, соответственно, люди начинают открывать дачные сезоны. И редко, когда это открытие происходит без употребления алкогольных напитков. Поэтому в первую очередь инспектора проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения. За первые 5 дней майских каникул на дорогах столицы были задержаны и отстранены от управления автомобилем более 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения. А в социальных сетях каждый день появляются видео и фотографии со свидетельствами дел, которые натворили пьяные водители. Не нацелено только на выявление водителей в состоянии опьянения. Также у нас, опять же, проверяются водители, которые перевозят пассажиров, осуществляют пассажироперевозки. Ну и, опять же, как знаете, у нас сейчас на территории города Якутска и в пригородах сезон охоты открылся. И поэтому, опять же, проверяются все водители, которые, опять же, следуют на охоту. И, соответственно, их уже досматривают. И, опять же, проверяют их документацию, все ли у них есть на месте. И, опять же, проверяют на наличие всех разрешающих документов в соответствии с настоящим законодательством, которое разрешает перевозить огнестрельное оружие в транспортном средстве. Массовые проверки доставляют небольшие неудобства автолюбителям, которые вынуждены стоять в образовавшихся пробках. Поэтому на каждом участке работает более десятка инспекторов, чтобы как можно быстрее провести беседу с водителем и осмотреть автомобиль. Автовладельцам стоит с пониманием отнестись к работе сотрудников ГИБДД. Ведь лучше несколько минут провести в пробке, чем встретиться на дороге с пьяным водителем. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Мероприятия по недопущению распространения вируса COVID-19 в Якутии продолжаются. Так, согласно распоряжению Роспотребнадзора, всем гражданам, прибывшим на территорию республики из-за рубежа любым видом транспорта, необходимо пройти 2 лабораторных исследования на COVID-19 методом ПЦР. Первое в течение 3 календарных дней после прибытия, второе через сутки после первого. Результаты исследования необходимо зарегистрировать в специальной форме на едином портале государственных услуг. Граждан, не предоставивших данные исследования ПЦР, ждет административное наказание. Начало мониторинга – это с 1 августа 2020 года. В нашу республику из-за рубежа прибыло порядка 10 031 граждан. Из них по прибытии заполнили анкеты в едином портале государственных услуг 84% человек. В отношении остальных граждан, не внесших свои данные, применены административные меры воздействия. Так, судами наложены штрафы в размере 2,5 миллиона рублей. Тем временем очередная партия доз вакцин против коронавирусной инфекции поступила в республику 4 мая. Поступила новая партия вакцин в количестве 1900 доз. Всего по состоянию на 5 мая в республику поступило 134 084 дозы, говорится в сообщении Республиканского оперативного штаба.
Полную вакцинацию в регионе прошли 76 126 человек, в том числе 18 326 человек старше 60 лет. Использовано 80,5% от общего объема поступившей вакцины. За последние полгода с COVID-19 через Мирнинскую реанимацию прошло 89 человек, 60 из которых спасли якутские реаниматологи. Врачи приехали в алмазную столицу из Якутска год назад. О том, как медики помогали мирнинским коллегам, расскажет Анна Брянская. Насладиться весенними лучами солнца, вздохнуть свежий воздух – вот настоящее счастье для якутян после продолжительной холодной зимы. Многие уже свои маски попрятали и планируют майские праздники. Только не якутские реаниматологи, которые работают в Мирнинской центральной больнице уже год. Здесь респираторы, плотный белый костюм, тугие пластиковые очки никто не отменял. Алексей Тарасов прибыл в Мирный из Якутска год назад, в самый разгар пандемии. Его смена похожа одна на другую, меняются лишь заболевшие. Доброе утро, Иосиф Игоревич. Как отдежурили? Ну ничего, нормально. Как больные? Стабильные. Угу. Осложнений ничего нету. Давайте зайдем, посмотрим. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Хорошо, молодец. Уже на следующий день пожилого пациента ждет выписка. Врачи говорят, его вытащили практически с того света. Обход с коллегой по палатам для реаниматолога Алексея – нечто большее, чем просто запись состояния в карту. Каждую потерю мы принимаем близко к сердцу. Ну и хорошие моменты тоже у нас случаются. У нас был пациент, долго у нас лежал. У него был КТ-4, 90%, 87 лет, по-моему, было. Вот. И он удачно вылечился, мы его выходили тут. Потом он нам звонил, говорил, что он бегает, на лыжах ходит. И это не единственное спасение якутских врачей. За последние 5 месяцев в реанимацию поступило 89 пациентов, 60 из которых удалось спасти. Еще 29 скончались. Ковидный госпиталь алмазной столицы является региональным центром, и сюда привозят заболевших со всей Западной Якутии. Только из Нюрбинского района в апреле привезли 30 пациентов. Якутские реаниматологи на протяжении года находились и в красной, и в чистой зоне, и работали и в санитарной авиации. Врачи большого наплыва пациентов уже не боятся, готовы, так же, как и их близкие. Моя семья, скажем так, супруга моя тоже медицинский работник. Она заведующая фтизиатрии пульмонологического отделения. Она как-то понимает, что кому-то этим заниматься надо. Именно поддержка близких придавала сил врачам в этот тяжелый пандемийный год. В то время как многие расслабились и отмечали весенние праздники в кругу семьи, Иосиф Олесов общался с женой лишь по видеосвязи. О, хорошо, отлично. Ждем, не дождемся. Целую? Целую. Ага. Пока. Давай, пока-пока. В перерывах между обходами врачи мечтают о простом – увидеться с семьей, съездить на охоту, сходить с друзьями в баню. Врачи будут ожидать новых заболевших. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». К другим темам. Окружная администрация города Якутска сообщает, что отопление в административных зданиях предприятий и организаций в жилом фонде города Якутска отключается при установлении 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 20 мая. В последние дни в столице наблюдается повышение температуры наружного воздуха, и как следствие горожане обращаются с просьбами понизить температуру системы отопления. В окружной администрации обратили внимание жильцов, что в домах разные конструкции, в зависимости от типа и этажа, в квартирах может быть разная температура при одинаковой температуре теплоносителя и воздуха на улице. Соответственно, при преждевременном отключении отопления возможны многочисленные жалобы о том, что в квартирах холодно. 4 айхальских семьи обзаведутся собственным жильем. Они получили сертификаты на покупку квартир. Размер выплаты на каждую семью более 1 миллиона рублей. Сертификаты молодым семьям вручили в торжественной обстановке в местной администрации. Средства на приобретение выделили 3 бюджета – федеральный, республиканский и муниципальный. В программе могут участвовать молодые семьи до 35 лет, не имеющие собственного жилья. Сегодня в очереди на господдержку стоят около 40 айхальских семей. Сегодня такой эмоции нас переполняет.
потому что мы буквально вчера узнавали, что получим сертификат. Жилья нету, но будем искать. Якутские фотографы все чаще добиваются мирового признания. Совсем недавно Алексей Васильев стал победителем престижного международного конкурса World Press Photo. А фотографии белых медведей из зоопарка Ортодайду, которые сделала Наталья Оконешникова, перепечатали многие мировые издания. Но красоту и самобытность Якутии отмечают и российские фотографы. Чем привлекает их наша республика, узнаем из следующего материала. Максим Авдеев – один из самых востребованных современных фотографов России. Он работает в разных направлениях – это реклама, фэшн, портрет. Но главная его страсть – это репортажные съемки, которые публикуются в самых известных мировых новостных ресурсах. В Якутии Максим успел побывать уже 12 раз. И вот первая, самая поездка в Якутию затянулась на 1,5 месяца. От Уснеры и Ленска до Тикси и Нерюнгри, мне кажется. Такой разброс был по кресту. Мне кажется, ты бывал в тех местах, где даже якутяне сами, наверное, да, не были. мы часто шутим с ребятами, которые живут в Якутске, что они не были в этих местах никогда. Максим любит приезжать в Якутию зимой. Его привлекают заснеженные пейзажи и суровый быт местных жителей. Очень красиво в плане природы, и пейзажи необычные. Особенно вот это вот... То есть я обожаю еще тундру, то есть вот всю северную арктическую часть Якутии. Потому что для меня это, конечно, завораживающее зрелище вот этих снежных пустынь, сопки вокруг Тикси. То есть такой прям такая эйфория, то есть настолько глаз и вот это ощущение какое-то непередаваемое, что это вызывает какое-то чувство, просто стоишь, вау, невозможно. Рассказывает о самых волшебных местах России и фотограф-путешественник Сергей Карпухин. Каждый год он приезжает в Якутию в поисках уникальных кадров. И именно его фотографии гранитных городов Улахан-Сис в Аллаиховском Улусе попали на страницы журнала National Geographic. Фотограф совершил около 30 экспедиций по нашей республике, причем его интересуют именно те места, которые находятся вдалеке от туристических маршрутов. Сергей Карпухин даже выпустил фотоальбом под названием «Неизведанная Якутия». Весь этот альбом, он выстрадан, конечно, этими маршрутами. Естественно, это нестандартные путешествия. Это не то, что поехал на машине, вышел, сфотографировал, поехал ночевать в гостиницу. Нет, в основном все это происходило в походных условиях, в экспедиционных условиях. Вот, ночевки в палатках, все на себе в основном там. Ну, бывало, что и не на себе, там на лошади или на моторной лодке, но чаще всего на себе это все происходило. За этим альбомом гигантский труд, на самом деле. В него вошли 180 уникальнейших снимков природных памятников нашего региона. В красочном издании 11 глав, каждая посвящена определенному географическому месту. А под фотографиями можно прочитать комментарий автора, чтобы через кадр еще больше погрузиться в атмосферу удивительной Якутии. Максим Кардозу, Виктор Олисов, Джур Березкин, Москва. К этому часу пока все новости. О том, как будут развиваться события, мы расскажем в следующем выпуске. Не переключайтесь и до встречи в эфире.